Мир как театр. Нет, театр как мир. Вобрал в себя комичное и трагичное, под одним сводом, имя которого — комедия. Сотни лет священники выслушивали исповеди. Миллионы проступков или только мысли о них пролетели сквозь их уши. Женщины особенно, и именно женщины, были почти постоянными клиентами исповедален или конфессионалов храмов. Pater noster momento mater, Я Аннет, служанка из господского дома, Бенедицита Домину. Благословен Господь, слушаю тебя, дитя мое. Грешна, во всем грешна. Это я уже понял. А в чем? Я исповедовалась под Рождество, и с этого времени замучила меня зависть. Это не смертный грех. Правда, пока оно не подтолкнуло тебя к худшему. Толкнула, ой, толкнула. У господ моих такая красивая посуда. Когда я за ней ухаживаю, замираю. Я возжелала то, чем владеют другие. А в соседней лавке такая посуда продается. Как раз мне такая нравится. Но купить-то мне не на что. А этот медный горшочек совсем меня свел с ума. Вот, я и украла его. Я и украла, значит, грех ведь. Благодарю, отец. Бенедицита Домину. Да сколько можно? Сколько можно от меня требовать благословения на исповедь? Ты же уж покаялась, что горшок украла. Святой отец, я не крала. Я Жаклина, жена Робера, кузнеца вашего прихода. Да? Погоди. А ты давно у меня исповедовалась? Накануне Великого Поста, о своем злословии. Неделя ж прошла всего. Что ты успела сотворить? Не я, а пьянчушки, друзья мужа. Вечно он пьет сверх меры, а потом дома бьет меня, за волосы таскает. Не держи в своем сердце зло и ненависть. Это его грех и твое несчастье. Терпи. Терпи, может быть, он и покается. Не дождусь я этого. Вот от несчастья засловила я с подружками за кружкой Эля. Мечтала, как ему в драке башку разбили. Даже сама представляла, как разбила бы ему голову, лишь бы он больше не тронул меня. Жаклин, это серьезный проступок. Ты должна гнать плохую мысль, пока она не стала действием. Господи, грешна я! Исполнилось! В драке убили его. Жаклин, не плачь. Я, конечно, понимаю, что тебя это не утешит. Но, по крайней мере, больше он не будет грешить. Господи, грешна я! Я не плачу! Я радуюсь. Наконец-то ему было больно. Жаклин, понимаешь,
обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло. Поступай так, как говорит Святое Писание. Абсольвоте. Отпускаю грехи твои. Спасибо, отец. Все, решено. Исповедоваться, так исповедоваться. Бенедиците Домину, Леонардо, жена Панкрасио пришла покаяться. Благословляю. Господь со мной, слушай, дитя. Отец, грехи мои, многие и тяжкие. Не бойся, не скрывай. Расскажи мне все, в чем согрешила. Не могу собраться с духом. Помоги, отче. Так, а не совершала ли ты какого-нибудь из своих смертных грехов? Не приведи, Господи, убийство. Нет, но я пожелала этого, когда мой муж Панкрасий уезжал. Я проклинала его при служанке. Осушите слезы, сеньора, и прервите вздохи. Подумайте, 4 дня отсутствия ведь не вечность. Хотя, конечно, будет лучше не расстраивать вас. Нарушите обещание и оставить эту поездку. Сестра может выйти замуж и без меня. Не хочу, Панкрасию, муж и сеньор мой, чтобы из угождения мне вы сделали невежливость. Отправляйтесь в час добрый, исполняйте ваши обязанности. Их нельзя нарушать. Ну а я перемаюсь уж, скоротаю как-нибудь одиночество. Кристина, держи меня, у меня же сердце замирает. Ох уж эти свадьбы и праздники, сеньор. По правде вам сказать, если бы я была на вашем месте, я бы никуда не поехала. Дитя, принеси ей воды. Или нет? Постой. Я скажу ей на ухо словечко, которое женщин в чувство приводит. Довольно. Нужно быть твердой. Ведь должны же мы иметь терпение, радость моя. Чем более вы медлите, тем более отдаляете мое благополучие. Ваш кум Леониста, должно быть, заждался вас в карете. Идите с Богом, и пусть Он возвратит вас так скоро и в таком добром здравии, как я того желаю. Мой ангел, если ты хочешь, чтобы я остался, я не сдвинусь с места, как статуя. Нет, ваше желание – это и мои желания. И теперь мне лучше, чтобы вы поезжали, а не оставались здесь. Ведь ваша честь – это и моя честь. Образцовые супруги. Кристиночка, старайся развлекать свою сеньору. Я, когда возвращусь, подарю тебе башмаки, какие ты желала. Поезжайте, сеньор, и не беспокойтесь о моей сеньоре. Я позабочусь о ней так, что ей в голову не придет, что вашей милости нет дома. О, чтоб провалиться бы тебе в преисподнюю, век бы тебя не видала. Я 1000 раз дрожала от страха, что своими необыкновенными чувствами остановишь его и помешаешь нашим удовольствиям. А придут нынче те, кто обещал прийти. Еще бы не прийти. Я им весточку послала, они ее так хорошо приняли, что с нашей доверенной прачкой сегодня вечером прислали нам целую корзину с ясным и бурдучком вина. Да, это очень учтиво. Да и он всегда был таков, сакристан, репансе, сакристан моего существа. А что же не хватает моему мастеру Николасу? Он ведь тоже цирюльник и бритва моих печалей. А ты корзину-то спрятала? Да, на кухне стоит, прикрытый под мешком золы, чтобы никто не увидел. Черь моя, никогда не желай другим того, чего не желаешь сама себе. Я впустила в дом чужого мужчину. Сеньоры, это я, бедный студент. И сейчас видно, что вы студент. И бедный. Студент по вашему платью, а бедный по вашей дерзости. Вот только непонятно, почему бедный не дожидает милостини возле двери, а врывается в дом. Другого, более мягкого приема я ожидал от вашей милости. Я никакого подаяния не прошу и не ищу, кроме конюшни или сарая соломы, где я могу крыться от немилости неба. Откуда вы, милый друг? Я саламанкинец. То есть, сеньора моя, я хочу сказать, я родом из Саламанки.
Я ходил с дядей в Рим, по дороге во Францию он умер. В Каталонии меня ограбили слуги или товарищи Рока Геннарды. Кристина, право, этот студент возбуждает во мне сострадание. Да, и меня уже за сердце берет. Пусть он остается. Как говорится в поговорке, от излишков замка можно прокормить целый полк. Ты хочешь, чтобы в нашем доме были свидетели нашего легкомысленного поведения? Но от него слов-то как от рыбы, не скоро дождешься. Поди-ка сюда, друг мой. Скажите, пожалуйста, умеете ли вы щипать? Как это щипать? Я не понимаю, что значит щипать. Мне кажется, сеньоры, вы смеетесь над моей отщипанностью. Хотя и без этого я могу сказать, что я величайший оборванец в мире. Нет, по правде вам сказать, я хотел бы только узнать, сумеете ли вы щипать 2-3 пары каплунов? На это, сеньоры мои, я могу сказать, по милости Божией, я имею ученую степень бакалавра Саламанки, и я не хотел... Конечно, конечно. Никто не сомневается, что вы можете ощипать не только каплунов, но и гусей, и дров. А вот хранить тайну, как вы насчет этого? Вы перед моими глазами можете перебить больше баранов на боне, чем людей. Я не раскрою губ, чтобы ни одно слово не вышло. Итак, зажмите ваш рот, привяжите шнурком ваш язык и навострите ваши зубы, и потом будете есть чудеса, а потом развалитесь по всей длине постели. Не расстраивайся, Леонардо. Грех твой невелик. Ты дала ночлег бедному студенту. Так должен поступать каждый христианин. Но я ждала не студента. Я ждала любовника. К тому же лицо духовного звания. Кто это? Это добрый человек. Это бедный студент Соломанский. Он просит пристанище только на эту ночь. Я давно удворяла. Ночлег и ужин, и пусть идет с Богом. Сеньор Сакрист Энрико Препанс, я принимаю и благодарю вас за милость и милостину. Но я молчалив и сверх того беден, как и угодно вы этой девице, у которой я в гостях. А насчет ваших каплунов, так пускай их щиплет турка, и подавиться бы вам ими. Мне кажется, он больше мошенник, чем бедняк. Я поощряла бесстыдство. И даже гордилась этим. Что бы там ни было, а эта смелость мне нравится. Пойдемте, пойдемте, примемся за дело, а бедняк будет молчать и щипать, как за обедней. Ужин за всенощный. Не нравится мне этот студент. Я бьюсь об заклад, он знает по латыни больше меня. От того-то он такой смелый. Отличная ночка, отличная пирушка, отличный ужин, отличная любовь. Сеньор Сакрист Энрико Препансе, садитесь здесь и ужинайте, оставьте танцы для более другого времени. Кристина, оставь его. Право, таким он мне нравится больше. Отличная ночка, отличная пирушка, отличный ужин, отличная любовь. Святой отец, мне так стыдно. Мое поведение осудил даже студент. Я представляю, что он обо мне подумал. Сонный народ, не слышите, что ли? Зачем так рано двери заперли? Вот до чего доходит скромность моей Леонарды. Ах, я несчастная. По голосу-то и по стуку, ведь это мой муж Панкрасио. Ах, сеньоры, Кристина, уводи всех в чулан, там, где у нас уголь стоит, а я уж как-нибудь попридержу. Скверная ночь, дрянная пирушка, плохой ужин, и чего хуже любовь. Как снег на голову. Пойдемте, пойдемте все. Что там за черт такой? Да что ж вы не отпираете-то, Сони? Я пойду на солому. Хоть там меня и найдут, но примут за бедного, а не за любовника. А еще грехи наши долгие и тяжкие. я вела во искушение достойнейших людей. Пойдемте, пойдемте все, а то он так стучит, что весь дом расколотит. У меня душа в зубах трепещется. Она у меня в пятки ушла. Я смеялась над доверчивым мужем. Я лгала, а он мне верил. Я обманщица, мне нет прощения. Кто там? Кто стучит? Твой муж, Леонардо моя, отопри. Уж я полчаса колочу в двери. По голосу? Так это мой муж Панкрасио. Ну ведь что у одного, что у другого петуха, голоса-то все почти одинаковые. Наверное... Вот умная эта жена. Какая необыкновенная осторожность.
Это я, жизнь моя, твой муж, Панкрасио. Отпирай, не сомневайся. Скажите, пожалуйста, что я делала сегодня вечером, когда мой муж Панкрасио уезжал? Вздыхала, плакала и, наконец, упала в обморок. Да, правда. А скажите, какие у меня знаки на плече и на каком? На левом родимое пятно, величиной в полреала, как с 3 волосинками, как 3 золотые ниточки. Правда. А скажите, как зовут девушку-служанку в нашем доме? Ах, дурочка, довольно, надоело. Кристиночка ее зовут. Ну что тебе еще-то нужно? Кристиночка, Кристиночка, поди сюда, дитя мое. Иду, сеньор. Отвори дверь, твой сеньор пришел. А что это, сеньор, вы так сегодня рано приехали? Не случилось ли с вами какой беды? Да ничего такого не случилось. Только в одном овраге колесо у кареты сломалось. И мы решили с кумом возвратиться, чтобы не ночевать в поле. Завтра утром сыщем подводу, потому что времени еще не ушло. Я многократно лгала. Я поощряла ложь. Я очень испугалась, что студент выведет меня на чистую воду. А что там за крики-то? Выпустите меня, сеньоры, задыхаюсь! Это в доме или на улице? Ну, убейте меня, если это не бедный студент, которого заперла в чулане, чтобы он переночевал эту ночь. Студент? В моем доме? В мое отсутствие? Нехорошо. Пойди, выпусти его, о том, что там вся солома на него повалилась. Сеньор, это бедный студент Соломанский. Он просил Христа ради пустить его переночевать хотя бы эту ночь, даже на сене. Но я и пустила его, вот мы его заперли. Вы же знаете мой характер. Коли меня о чем просят, я же не могу отказать. Вот, смотрите, в каком он виде. Вот если бы я не боялся и не был так совестлив, я бы нашел более безопасную постель. А кто бы вам, друг, дал вам лучший ужин и лучшую постель? Кто? Искусство мое. Главное, чтобы страх суда не вязал мне руки. Значит, ваше искусство опасно, коли оно суда боится? Знания, которые я приобрел в Соломанской пещере, я родом из Соломанки, таковы, что я могу пировать и ужинать за счет своих наследников, то есть даром. И я не прочь их употребить в дело, как на этот раз. Но я не знаю, умеют ли эти сеньоры молчать, как я умею. Не беспокойтесь о них, друг мой. Делайте, что вам угодно. Я заставлю их молчать. Я от всего сердца желаю увидеть что-нибудь из тех диковин, с которым, как говорят, обучаются в пещере Соломанской. Будет ли довольна ваша милость, если я прикажу 2 дьяволам в человеческом обличии принести корзину с холодным кушаньем и прочим съестным? Дьяволы? В моем доме? В мое присутствие? О, Господи, спаси меня от той напасти, от которой сама спастись не смогу. Сам дьявол сидит в этом студенте. Дай Бог, чтобы эта проделка добром кончилась. У меня сердце замирает. Ну хорошо. Только если это не опасно и не ужасно. Я очень желаю видеть тех сеньоров-дьяволов и корзину с холодным кушанием. Они придут сюда в обычаи сокрестной приходской церкви и его друга цирюльника. Скажите, друг мой, а эти дьяволы крещеные? Ха-ха-ха, вот так новость! Когда это было известно, чтобы дьявол был крещенным дьяволом? Все пропало, все. Теперь все наше плутовство раскроется. Смелее, сеньора, смелые из воды сухим выходят. А еще я впала в суеверие. Я участвовала в них. О, жалкие, что в угольном чулане. Приказ услышьте грозный, несите к нам легко и грациозно корзину, спрятанную заранее. Пойду я и приведу их сюда, и так крепко, что они мигом выскочат. Возня поднимается. Бьюсь об заклад, что это он их ведет. Да вот он с дьяволами и целая кладовая в корзине.
Господи Иисусе, как же они похожи на сокриста на Репанце и цирюльника с нашей площади. Сеньора, в пределах не говорят Господи Иисусе. Говорите что угодно, мы как собаки у кузнеца, которые преспокойно спят под шум молотков, нас уже ничто не возмутит и не испугает. Подойдите поближе, посмотреть, что там у вас в корзине. И вы тоже что-нибудь возьмите. А я не прочь. Начну с питья. Исквийское, сеньор, ваше дьявольство? Искивийское, клянусь вам. И что, они будут ужинать с нами? Что ты? Дьяволы не едят. Ну, некоторые едят, не все, конечно, но мы из тех, кто едят. Ах, сеньоры, давайте оставим бедных дьяволов здесь. Это будет не очень учтиво, если мы их отправим умирать с голоду. Тем более, как мне кажется, эти дьяволы очень порядочные и честные. Да, они нас не пугают. Если моему сеньору угодно, то пусть остаются на ужин. Пусть остаются. Я хочу видеть, чего сроду не видел. Господь вам заплатит за ваше доброе дело, сеньоры мои. Ах, какие образованные дьяволы. Клянусь вам, если все дьяволы такие, то с тех пор пусть они будут моими лучшими друзьями. А вот слушайте, может, вы и правда их полюбите? О, горе мне! Я веселилась и лицедействовал во лжи и в обмане. Мой бедный муж! Мне нет прощения, святой отец. Умирись с собой, Леонардо, и мирятся с тобою не только близкие, но небо и земля. Абсолвоте. Грехи твои скорее. Иди с миром, Леонардо. Прими строгий пост на неделю, как эпитимию. Спасибо, отец. Вот. Ну это церковь, что ли, или монастырь какой-то? Да скорее монастырь. Монашка какая-то или что? Может, это исповедь, раз монах он стоит? А если вариант в том, что это вообще просто послание из прошлого, представляете? Да, времени крутые жернова вращаются, твердые и непреклонны, но все же ствол морозом обожженный в свой час укутает листва. И прошлое вернется, и страница, прочитанная снова повторится. Таков закон всеобщий бытия.